Ну, доброе утро, Иван Григорьевич. Здравствуйте, пожалуйста. Всем доброе утро. Всем доброго утра. У нас начинается новый день. На улице начинает светать, а время уже 7:22. Вот так поздно у нас светает на 26 ноября. На улице теплая, мягкая погода. Вообще отличная для рыбалки такой. Сильного ветра нету. Небольшой ветерочек. Небольшой снежочек. Это так, чтобы комаров отгонять. Да. На завтрак у нас сегодня перловая каша с мясом, с домашних консервов. Ну и чай, естественно. Хлебушек, сало, лучок, да, чесночок. Яблочки, вот яблочко, апельсинчик, мандаринчик. Яйца сегодня что-то никто не взял, да? Яйца, вот то тогда набрали, то сейчас забыли. Валентина же позвонила, забыл, блин. Ну ничего страшного. Я что-то тоже на стол. А моя Валя хотела что-то кинуть и что-то тоже подзабыла. В спешке. Главное, антикомарину взяли. Вот. Антикомарин, чтобы комары не ели. В общем, друзья, короткий завтрак и на Печору. Проверяем палки, переставляем палки. И самая главная надежда — это на те палки, которые установили вчера. И очень интересно посмотреть, что же попало нам на продольнички. Да, на продольнички. Которые мы насадили на червей. На этом месте поставили 2 продольничка на червей. И на еловом лесу, Козьявер, тоже поставили 3 продольничка. Надежда на хариуса, надежда на сишков. Может, сопливые втюхались туда. Ладно. Ёрш возьмет и возьмет мы это все увидим. Встречаемся на реке. Как вы видите, время 10 минут 12 уже. С рассветом мы вышли на Печору. Иван Григорьевича я оставил на ершах. Он пытается поймать ерша. Последний раз, когда я его крикнул, он сказал, что поймал 3 жигана. И все. Он пытается там в куре выловить ерша. Не знаю, клюет, не клюет, но ведра рядом нет, значит не клюет. 3 часа уже ходит, бурит, ищет. Еще 2 мужика с Троицка были тут, тоже ходили, видать, живцов искали. Ну а я, друзья, вот в непосредственной близости от открытого места, буквально вот раз, два, в 3 метрах, где-то и 2,5, где-то и 2 метра. Вон, потихонечку пробиваюсь и вон, делая лунки. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Где-то около 20 лунок здесь сделал. Вот так вот по прямой. И там вдоль зашугованности еще с десяток, наверное, сделал. Но там я замучился. Просто зашуговано до дна. Мокрый снег, мелкий лед. Это все зашуговало и до дна. Вон лопата, вон какой длины лопата. Метра где-то внутри, больше метра. Шурудишь, это все поднимается, это все выкидываешь. И здесь хоть более-менее шуги нету. И сейчас я буду вот эти палки, которые у нас стояли за шугой и которые ничего не ловили. Сколько вот мы проверяем их, уже 2 окуня только было. Первая проверка окунь, вторая проверка окунь. Вот они, наши палочки. Теперь вот мы их будем переставлять. Ну, Иван Григорьевич там, я буду переставлять вот эти палки вот сюда. Как я думаю, рыба доходит до зашугованности и уходит на середину. Она где-то здесь плавает. Если то, что я думаю, будет на самом деле, на следующей проверке здесь рыба должна быть. Весь употел, весь мокрый. Падает снежок, дует такой ветерок, градусов 7-8, наверное. Весь мокрый, весь употел. Теперь буду палки отдалбливать и перекидывать сюда. Оттуда сюда, оттуда сюда. Это уйдет, я так думаю, часа 1,5-2 еще уйдет. Это все надо будет перенести. Это все надо будет отдолбить, это все надо будет насадить. Ну а потом пойдем на тот участок с надеждой уже на улов. На тот участок, который вчера мы все поменяли. Все, пошли работать. Без труда не вынешь рыбку из пруда. Так, а наша
Печора тем временем вот так, такая вот картина. Идет, даже не сказать не лед, а шуга. Морозов нет, Печора открытая. Можно спокойно ездить еще на лодке. И вот. Докуда видно. Все открыто. Все открыто. Где-то забило шугой на перекатах, на отмелях песчаных. Вот там было тоже все зашуговано. Там гора льда была. Вода прибыла, лед унесло. Может быть, если прибудет, еще и это унесет. Ну, надеюсь, вот это хоть не унесет. В принципе, я что боялся, думаю, если льдина отколется и может отнести по лункам-то. Из-за этого сразу и не ставил палки. Там вот на мыске точно я побоялся. Думаю, мысок отколется и отправлюсь в дальнее плавание. Вот сюда вот не стал рисковать. Вон, прямо здесь делал, дальше там, на мыске не стал. Страшновато стало, потому что если оторвет льдину, я отправлюсь в дальнее плавание. Ну все, пошли работать. Григорьевич, нашел ершей? Нет, ни одного. 3 жиганчика такие поймал, отпустил, все. Ни одной поклевки ерша. Обходил вон. А я тут начал переставлять отсюда туда. 3 палки перенес, отдолбил 4-ю и нате. Вот такой вот язь. Вот такой вот язь. И теперь я думаю, как вот переставлять. Появилось течение, появилась рыба. Сколько вот стояло, мы решили переставить, и появилась рыба. Так что короткие палки эти оставляем здесь, а длинные выставляем туда. Проредим ряды вот этих палок, потому что если рыба появилась, почему? Пусть тогда и здесь стоят, правильно? Да. Ну, тем более, что там не, эти короткие не достанут. В общем, будем работать. Ну, что-то есть. Язёк. Еще язёк. Второй. Так что палки здесь мы тоже оставляем. Так что здесь мы палки оставляем, Вань. А что, если рыба появилась? Испугалась? Испугалась рыба, что мы их бросим туда. Да, нет, там вон глубина появилась. Так что, если рыба, если рыба появилась, лед подняла, шугу приподняла, да, она... Все, тогда мы здесь оставляем, а туда поставим новые палки длинные. Сейчас сходим, нарубим палок и принесем. Так, что-то есть. Что-то есть, друзья, натяжка есть небольшая. Походу язёк. Опа! Иван Григорьевич! Хариус! О, блин, наконец-то! Ох, Янцекадан! Наконец-то рыба хорошая. О, красавец! Он, Хариуса, где надо ловить! За меня поцелуила. Муа! Так он это, я же говорю, там жиганчики. Значит, он заходит, но... Заходит, значит, можно с прикормкой прямо здесь сидеть. Ай, красавец, ай, хороший мой, долгожданный Хариус. Двоязя и Хариус. Инскаден. Мы отсюда палки не поднимем. Не поднимем. Раз рыба появилась, а то все пряталась. Видать, лед приподняла шугу, и рыба начала заходить. А запах, какой классный запах у него. Не, далеко не огурцами. Хариусом пахнет, Хариус. А не какими-то не огурцами, блин. А, хорошо. Эх, камера долго включалась. Короче, друзья, еще вот один язь. Блин, сколько вот пусто тут было, блин, каждый раз. Тут камеру не включил, и на тебе язь, блин. Вот так вот. Надежду не надо терять. Это чуть покрупнее.
Вот, язина еще. Третий язи, хариус уже. Отлично, Енскадан. Налима нет-то, хоть белую рыбу половим. Да. Так, что-то есть. Еще язёк. Ваня. Иван. Еще язёк. И камера включилась? Да, включал. Энцкадан. Так что эти палки мы здесь пока оставляем. Пока поднимать не будем. Рыба появилась. Сколько времени вообще не было ни одной поклевки. И вот она наконец-то здесь появилась. Все-таки, видать, лед поднялся немного, и рыба смогла пройти через эту шугу. Другого объяснения нет. Пусто было. Все время было пусто. Вот первая проверка окушок, вторая проверка окушок, один на все палки. И потом была пустота. Теперь есть рыбка. Налима нет, но есть тоже очень вкусная рыба. Хариус это вообще супер. Уже без 10:04. Ранний обед. Да. И у нас только-только закончилась работа и сели обедать. Все-таки перестановка палок и добавление новых заняло целый день. Пока переставили. Пока больше всех ушло, конечно, очистка лунок от шуги. Зашуговано в некоторых местах просто до дна. Убирали, некоторые пришлось убирать и бросить. Ну, в общем, сами видите, с утра до вечера мы только потратили на одну территорию. Теперь еще по темноте проверять второй участок, где есть надежда. И потом еще, как запотело все. Жесть, просто жесть. Кстати, мы едим опять, у нас рыбный обед. Вот консервы с язя. Говорят, я сорная рыба. Сорная. Обалденно вкусные консервы с язя. Ну и немножко кашки еще осталось. Чайковского. Перекусим. И вперед опять на работу. Вечерняя проверка, да? Да. Вторая смена. Григорьевич устал, говорит, мол, эту работу. Ну ничего, домой приедешь, отдохнешь, баньку сходишь. Баньку затоплю, баню. 100 грамм после работы и усталость как рукой. Раза 3-4 как запарюсь. Камера наконец-то согрелась. Ну как, Иван Григорьевич, консерва рыбная? Отличная. Я и сорная рыба, Сорная. даже костей нет. Даже костей нет. Вон за милую душу у нас пол-литровая баночка. Вот считай, обед, полный обед. Перловка с мясом, Да. язь в масле. И все. И вкусно, и сытно. И силы появились теперь. А, вчера не сильно замерзла, так что сильно. Дешево и сердито. Да. И своими руками. Да. Знаешь, что уже там нету ничего лишнего. А мы подкрепились. Полные силы и энергии. Собираемся и вперед на палке. Завтра выходной, послезавтра опять сюда. Иван Григорьевич говорит, выходной возьму. Ну, это просто так, сейчас говорит, наверное, то, что... Заявление писать надо. Да-да, за 2 недели. Да. Ладно, все. Кушаем, встречаемся на палках. Да. Завтра я баню стоплю, потому что боля. Уже баньку бы надо. Завтра будет баня. Так, Иван Григорьевич проверяет свой вертолет. О, зубы как как у робота, блин, перекусывает лед. Так, колечко. Вот пошли червяк. Целые. Целый. Это что такое? Да, блядь, уже ту ветер принес. Все червяки целые. Ёрш. О, наконец-то
Рыба попала. Ха-ха, ты же сколько мы за ним охотились. Ёрш, ну-ка дальше что? Дальше это. Вертолет. Вертолет и все? Все. Один ёрш, ну-ка. О. Вот он. Да. Ёрш. Сейчас попробуем его снять и насадить. Сколько охотится. Он заглотил, видишь. Ну, сейчас попробуем. Придется оборвать крючок, чтобы жил. Посмотрим. Так. 5 часов. Начинаем проверку палок на верхнем участке. Ну. Самая нижняя палка. Вон Григорьевич идет. И пусто. И крючки все пустые. Нет, один малек даже живой. Один украли, один живой. Так, что-то есть. Что-то идет. Язь. Ну нифига себе. И покусанный. И тут щука была. О, вот это хапнул. Вот это монстр. О, смотрите. Только что его ударила щука. Здоровенная. Иван! Щука язя покусала. Вот это крокодил здесь. И не попал. Нет, язь-то попал, а щука не, она покусала просто. О, крокодил, это у нас щуку на озере кусают, то теперь язя хотят сожрать, блин. Ничего себе. Язь живой еще, но вон, сейчас щетина съедена, вот смотри. Вон, видишь, кровоточный какой. Ничего себе погрызано. Вон тут вот зубы, раз, два. Да-да-да. Вон какие мощные зубы. Да. Это не налим, это щука. Конечно, вон, ничего себе. Видишь, вон. Да. Ничего себе. И шкурить не надо, да? Да. Уже блин, пошкуренная. Вон, смотри. вот жевала. Вон, кровь даже только идет. Да. Только что хапнула она его. Ну, может, вон там выше хапнет. Если помельче там. Да, будет. она леску порвет. А малявка-то ему нафиг не нужна, если она язей кушает. Да. Конечно. Ну вот язек уже есть один. Покусанный. Это она штамп свой поставила. Так, леска сверху. Значит, что-то есть. Язь. Язек. Энскадан. Отлично. Потихонечку улов растет. Печора вообще рядом, вон в 3-4 метрах уже открытая вода. Ну, лед тут сантиметров 5-6 есть. И главное, туда не ходить, и все. Здесь нормально держать будет. Так, что у нас тут? Что-то есть. Налимчик. Вот и налимчик небольшой. Небольшой налимчик. Грамм на 600, где-то 700, наверное. Это хорошо. Это очень хорошо. Энскадан. С ведра будет вылезать. Это он может. Ой, здесь запутано что-то. Что-то есть. Налимчик. Вот он запутал. Вокруг палки кружился, вертелся. И ползет в лунку.
Ага. Нет бы туда ползти к ведру. Так. Попался на самый крупный крючок. Конечно, будет он не зацепится. И запутал все, блин, как умел. Смольки все подохнут, блин. Ладно, поменяем. Гоп. Так, вот такой вот у нас налимчик. Полкилошечник где-то. Тихо, 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 поздняк метаться. Ух ты, заглотил. Заглотил, так заглотил до желудка. Еще и двойник походу. Но. А сейчас подожди ты. Ух ты. Не сорвался бы точно. Вот так вот отцепили. Так, отвечаем. Оп, смотри. О, я хотел сказать, там палка дергалась. Два язя на одну палку. От Это прекрасно. Это янцикадан. Я когда палку это потрогал, ну так, поправить на место оторвал, сразу так тык-тык. Два брата акробата. Вот это хорошо. Янцикадан. И оба до места дошли. Но Не сорвались. Молодцы. живыми дошли. Молодцы, ребята. Один. Так и держать. Да. Два. Вот. Вот янцикадан. Тут, наверное, шуги меньше уже. Не Или знаю. нет? Да, Есть? ну не так, как там, блин. А, Там-то вообще было. Запутали. ну да, они же вдвоем там. Давай, раз, Вдвоем. два, три, взяли. Вдвоем им было весело. Опа, кто-то дергает. Я говорю, Язек. косяк шел. Язек. На двойник попал, прикинь. Ой, ничего себе. И маленький налимчик один. О, а заглотил маленький налимчик большой крючок. И все. Ладно, болтайся, пока не сдохнешь. Тебе уже ничем не помочь. Тебе уже, друг, ничем не помочь. Отцеплять начнешь, ты все равно не жилец. Вон, большой красный крючок заглотил до желудка. Ладно, оставим тебя на крючке. Может быть, твои сородичи увидят тебя и надумают съесть. Так, что-то есть или нету? А, нет, за шугу. Нет, что-то дергает. Блин, за шугу зацепилась. О, я и сорвался на берегу уже, прикинь. Я говорю, косяк это. Прошел косяк. Ну да, видишь, там два, тут там один и там один. Ну, а чё на нижние тогда не попали? Не знаю. Один попадет и там потом. Запутали все. Я вот цепился на берегу. Ну, так там что-то он за шугу, потому что зацепился. Всю палку скрутил он давно уже тут крутился. Ну и хорошо, ладно. Отлично, замечательно. Прощай ему, прощай. Янцикаден. Оторвал палку сразу, тык. Палку. Дернула? Ну да, сразу тык. Палка, наверное, ясь. Ну, Есть, да? да, наверное, потому что так резкий тычок. Резкий тычок такой.
Что-то есть, да? Ну я тебе говорю, я палку оторвал, сразу слышу у палки. О, да. Опа. Опа, Да, видишь. яздечек. Попал на красненький крючочек. Язёчек. Я говорю, Янцкаден. только раз оторвал это ото льда, слышу по палке. Даже язя чувствуешь, да? Да, Попал. вот так, тык по палке. Палка тонкая, потому что. Да, и Видишь, малек еще живой, только что попался. ну вот Недавно. оттуда гоним их вверх. Ладно, хорошечно. Ведро уже почти полное. Это машет хвостом. Иди сюда, Вася. Я просто в корыто кинуть его. Вот ты. О, сам прыгает корыто уже. Чуть в лунку не спрыгнул уже. Хорошо, хоть корыто догадался взять. Вот именно, да, а то бы куда бы сейчас ложили. Выпрыгивали бы уже. Да. Хороший парень. Чё? Ну вот, ловись, рыбка мала велика. А здесь есть натяжка. Язёчек. Язёчек, дружочек. Приду, закину в корыто. А? Я говорю, приду, закину в корыто. Не буду смотреть. Я закинул уже. Главное, на маленький крючок не попал. Малек живой. А на двойнике, на большой крючок попал. Вообще здоровый крюк. Кого увидел, того и хапанул первого. Да, он любит большое все. Ну. Так что никакой разницы. Крючок большой, маленький. Хапает, если видит все подряд. Ну что, Петр Павел, давай нам рыбку. Петр Павел, рыбный бог, дай нам рыбки на пирог. Не дал. А нет, что-то есть. О, налимчик. Петр Павела попросил и налимчика дал. Ну, на пирог. Ты сказал, дай нам рыбку на пирог, а я хотел добавить, дай налима на пирог. Только подумал. Вот такой вот самый вкусный размер. Смотри, Вань. А, вот, окей. О, уже распрыгались по всему корыту. Что говоришь? Лежала палка. Устала? Да. Тащил, наверное. А тюрьма тут. А, Бастурма. Так, ну-ка, там вроде натяжка тоже есть? Нету, показалось. А я уж думал. Значит, это тюрьма, я пустила, она куда не. А кто-то накрутил все-таки. Был кто-то. Кто-то на крючке был и ушел. Что-то на свидании. Ну да, крючки пустые. Оба крючка. Кто-то был, да ушел. Опа. Тут кто-то дернул. Опа. На твой попал. На твой крючок, Вань, попал. Одинарный, да? Одинарный, но... Так, а здесь у нас еще продольник. А продольник что-то не дергает у нас. Дернул хорошо, я думал, блин, уже крупная рыба, так силы много. А может там дальше есть? Не-не-не, что-то не дергает. А, может сюда подошел вверх? И черви целые. А? И черви целые. Что-то червей не взял, а малька хапнул. А черви есть? Нет, целые черви в смысле. А, Никто даже червей не съел, удивительно. Странно. Вот это да.
тут. Срыгнул. Пожевал малька и блеванул, короче. Был кто-то. И второй пустой. Так, ну что, Иван Григорьевич, 2 палки осталось. Давай. Испытаем. 2 крайние палки. Вся надежда на тебя. Если не я-то. Опа, дергается. Ну так что ж ты дергаешься, милый, иди сюда, милок. Иди, вот он. Вот он. Слышь. Красавчик. Раз. Везуха. О, Значит, везуха. аккуратней. А ну-ка, пойдем. Хороший яйц. Отличный экземпляр. Вот последняя. Вот он. Грамм 700 как минимум. Крайняя. Эта палка не последняя, это крайняя. Крайняя, да? Да. Все, дальше тонкий лед был, дальше не поставили. Так, ну. Давай оттуда. Делаем. Не, оттуда, дай. Вот оттуда. Надо вот на правую руку, вот так. Да, вот так. Так красивее будет. Вот, а ну-ка. Где ты там? Нету ничего тут. Тут нету, да? Тут ничего нет. Ну ничего. Все равно у тебя рука везучая. С 2 одного все равно выдернул. Сейчас я это насажу, поправлю. Отпусти пока, не вытаскивай. Ну все, проверку закончили. Сейчас сделаем подведение итогов сегодняшнего дня. А возле машины или возле буксировщика сделаем общее подведение итогов. Да? Как Так настроение, Григорьевич? Ой, настроение бодрое. Едем домой. Наконец-то, да? Да, ой, блин, спина, ноги. Да, нелегкая эта работа. Да, из болота тащить бегемота. Но ни одного бегемота не поймали. Язота. Язота. Ох, язота. Ну вот и закончили. Ничего, хорошо. Так, ну чё? А что, давай здесь и подведем, посчитаем. Чё? Так, ну что, решили прямо здесь, не отходя от кассы, подвести итоги сегодняшнего дня. Считаем. 1, 2, 3. 3 яйц. 4. 5. 6. Корыто все взял? Да. 6. Так, давайте их сложу вот сюда, чтобы они не мешали. 2 налима. 3 налима. 6 язей. 7. 8. 9. 10. И Хариус. Красавец. Красавелла Хариус вон. Так, 10, да? 11 этих. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 язей. Там вот еще за ведром. Ага, вот спрятался. Ты будешь 12. Парень. 12. Еще там есть, наверное. Нет? О, да. Есть. О, Еще 2. 13. О, и здоровяк. 14. Вот такую кучку накидал Иван Григорьевич. все. Получается 14 язей, 1 хариус и 3 налима. Отличный результат, я так думаю, да? Да, язя красивее. Вот. 14. Прямо, А хариус вообще вот красавчик он. Ага. Блин, Блин. Ой, какие красавчики. Опа. Ну, это же не то время, что проверяешь еще. А налимчики как раз самый вкусный размер, Да, до да. килограмма, как грамм 700, наверное, каждый. Да. Отлично. Какой. 2, 3. Как раз одинаковые. На. На сковородку каждый, наверное, даже не влезет. Да, сковородочка. Ну, влезет, если порубить, то влезет. Хвост. 3 налима, 14 язей Остальные. и 1 хариус. Остальные малявки. Ну, отличный улов, это только сегодня, а еще и вчерашнее ведро. Так что мы сегодня, Иван Григорьевич, придем домой с отличным уловом. С уловом, да.
Ну а теперь вытирай руки, грей руки, насаживаем. Складываем. Две Так, Отряхиваем. ведро не влезет, наверное, по-любому. Сейчас вот так буду по кругам. Не, все равно бесполезно, они живые еще. Не, которые крупные. Тут вниз, тут наверх. Не влезет, бесполезно. У нас только белой рыбы стало ведро. Да. Без налимов. Не, бесполезно, вон. С горочкой. С горочкой. Ну, с горочкой влезло, вон. Ведро с горочкой 14 язей, 1 хариус и 3 налима. Ох! Ну вот и мы доехали до нашей Нивушки, трудяги. Ураганчик наш тоже потрудился на славу. Иван Григорьевич тоже потрудился на славу, уставший. Потел. Уставший, но довольный. Вот. А вот это, друзья, вот это вот наш улов. Вот так красиво сложено. Иван Григорьевич говорит, даже не хочется Ломать узор. ломать узор. Так, что у нас в улове? Вот таких вот раз, два, три налимчика и 2 щучки. Это для одной стороны, то есть для одного. И 3 налимчика, 1 щучка и 1 хариус для другого. Вот. И получается у нас по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Я здесь с одной стороны. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 я здесь с другой стороны. Грубо говоря, по ведру на брата это точно. Потому что 2 ведра было с горочкой, когда раскидывали. Ну и теперь по традиции я сейчас отломаю ветку и положу на кучку рыбу. Но или слева, или справа. Иван Григорьевич это видеть не будет, он отвернется к машине. И когда я скажу кучка с веточкой кому, Иван Григорьевич громко скажет, кому это. Или Ване, или Гене. Так, все, отвернулся, не смотрит. Не подглядывай только. Не подглядываешь? Не подглядывай. Так, подожди. Так, вот сюда положим веточку. Кучка с веточкой кому? Давай мне. Все, забирай веточку. Вот я не отхожу. Кучка с веточкой. Кучка с веточкой, 10 язей, 3 щучки. 2 щучки, 3 налима. Вот. Кучка без веточки 9 язей, хариус, щука чуть больше и тоже 3 налима. Ну вот. Все по-честному, все по по-честному. справедливости. Все по-честному. Так, на этом наша рыбалка сегодняшняя закончилась. Рыбки мы сегодня поймали и, как говорится, опровергли то правило, когда говорят, с рыбой идешь на рыбалку и рыба не клюет. Да. Смотри, мы что брали. Ребра жареные язя брали? Ели. Да. Ели. Вот они. Да, Вернулись. жареные ребра язя ели. Потом ели что? Тушёные. Рыбные консервы ели с язя тоже. Так язя ели, и вон язь попал. 19 язей попало. Так что можно сказать смело, что это правило не действует. Да. Так что, друзья, рыбалка удалась. Все здорово, все четко. День отдыха будет завтра. Пятницу отдыхаем. Ну и в среду опять по новой заезжаем на рыбалку. Субботу. До новой рыбалки, друзья. До новых встреч. Пока. Всем до свидания и всем пока. Будьте здоровы. Друзья, ехали домой. Видим, волк чешет. Остановился. У меня карабин был в чехле. Мы же не думали, что он будет сидеть тут. Пока я доставал карабин с чехла, пока загнал туда патроны, он убежал. Едем, дальше сидит. Метров за 70-80, наверное. Открываю дверь, прицеливаюсь, убегает.
побежал сюда, вот машина как далеко. В общем, на этой точке вот он здесь сидел и пошел, он туда вот побежал, потом вот он убежал туда. Вот он здесь вот сидел, вот здесь, на этой точке. Примерно прицелился по фонарику, по глазам, чисто по глазам. Метров, наверное, 80-100 было где-то. Вот он здесь вот сидел. В принципе, вверх-вниз не ошибся. Пуля попала точно, вон сюда. И вот она пошла, вот пуля по снегу. Вот она даже попала. Вот входное отверстие от пули. Вот пуля попала сюда. Немного получилось правее. Буквально сантиметров 30. Ну, может быть, 40 даже получается со 100 метров. Если бы взял чуть левее, возможно, серого удалось бы добыть. А это 20 тысяч премии. Но не судьба. Промазал. Ну, неудивительно, с такого расстояния. Вот он. И поскакал там по лощинке. И тут вот речка. И он перескочил речку. Убежал. Теперь он после выстрела рванул. Вон, входное отверстие от пули. Вот выходной, и пошла пуля. А он сидел здесь. Сантиметров 40 где-то правее взял, получается. Теперь давайте посчитаем, сколько расстояние, откуда я стрелял. Раз. Шесть, 97, 109, 100, 102. Вот здесь где-то я стрелял в него. Ну, 100 шагов. Метров 70-80 получается по прямой. Такая вот история получилась у нас, друзья. Но шугануть мы его шуганули конкретно. Волки — это такие существа, вот буквально на несколько дня 3 назад, наверное, появилась фотография ВКонтакте. В Ухте волки съели мужчину. Шел мужик с работы домой, и они его просто сожрали стаей. Обглодали лицо и все такое. Порвали. Волки уже едят людей. И их надо уничтожать. Все. А теперь поехали дальше домой. Ну, все равно, хоть ты пуганул. На.